Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня у меня есть обращение ко всем нашим друзьям, по всей России, и не только, о том, что наш шаман, он сделал все от него зависящее для нашей, борьбы. Так вот, теперь осталось уже дело за нами, поэтому первым делом, что мы должны сделать, это найти коммерческого директора. Это вполне земные дела уже. То есть, если мы в шаманских делах не особо разбираемся, шаман также не сильно разбирается в делах, земных, но он же не финансист в любом случае. Конечно, он распустил свой отряд, а как он еще мог поступить? Он же шаман, а не коммерческий директор. Так вот, нужен коммерческий директор. Срочно тот, который согласен, должен купить билет в Якутск и прилететь в Якутск. И первым делом, накупиться, этих футболок. И, там в Якутске есть копи-центр, и просто распечатать, там классный какой-то портрет был, там в Москве надевали эту футболку, шамана, и внизу там с такой надписью «Шаман идет», или там «Россия будет свободной», или что-то в этом роде. И, это все распечатать, и, нужно открыть там либо интернет-магазин, либо, Алиэкспресс. В любом случае, вот это все нужно продавать через интернет. То есть, это должны быть футболки, постеры, брелки, эти магнитки на холодильник. Что еще может быть? Всякие медальоны и так далее. Ну, я думаю, что стаканы бы как раз пошли, и футболки особенно. Я почему из этого исхожу? Потому что я бы сам купил. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, нужно открыть интернет-магазин. Рядом с домом шамана нужно открыть сувенирный магазин уже реальный, с продавцом, чтобы там было все выставлено, то есть статуэтки шамана, постеры шамана, стаканы шамана, там зубные пасты с именем, если надо будет, шамана, там зубные щетки, все что угодно, связанное с шаманом, должно продаваться. И очень многие люди хотят с ним сфотографироваться, там фотографироваться с шаманом, там тоже определенная стоимость, советы с шаманом, там, потому что скоро начнут прибывать и бизнесмены. Здесь в Америке наших бизнесменов становится все больше и больше, из России все уезжает в Америку, потому что в России, как говорится, уже им не дают работать. Так вот, а теперь представьте, сколько еще бизнесменов осталось в России, и у них есть вполне конкретный вопрос. Ноги в руки из хаты вон прямо сейчас, либо можно еще поработать. И дело в том, что в этой ситуации слишком много неизвестных, потому что Путин в последнее время становится все больше непредсказуемым человеком. Так что ребята, они вообще не знают, что делать. Так вот, а суммы-то большие, и они будут рады любому совету, даже по телефону там позвонить и у шамана спросить: вот так и так, вот у меня такие дела, у меня строительство, бизнес, что мне делать? Сброс и выйти, или что мне делать, понимаете? Закрыть все долги, собрать свои деньги, просто уехать из России. Вот такие вопросы тоже будут. Они будут неплохо, ребята, они будут согласны неплохо заплатить за определенный совет. Конечно, в конечном итоге они сами будут принимать решения, но, как говорится, так. Так, второе, нашему шаману нужен пресс-секретарь, ребята. Очень много людей из России приезжают, чтобы встретиться и поговорить с шаманами просто на личные темы и на какие изменения, ждут Россию и как им занять жизненную позицию. Потому что совет человеку все равно нужен, но в конечном итоге он, конечно, принимать решение будет сам, но посоветоваться все равно надо. И пресс-секретарь должен все это в интернете очень хорошо, там должны быть специальные камеры, там должны быть режиссеры и так далее, должны быть сценарии, обсудить, какие вопросы будут заданы, как надо будет ответить. Но у сил же зла, у Путина там, как встречи с народом постоянно же проходит. А у нашего шамана, тоже должен быть пресс-секретарь, который все это будет организовывать. Так, дальше. Должен быть у нашего шамана имиджмейкер,
понимаете, ну, там, если шаман вышел колоть дрова, там в интернете это должно быть выложено. Вот видите, вот шаман, вот он своими руками колет дрова, как и миллионы и миллионы россиян, которые вынуждены жить вот в таких жутчайших условиях, даже вот в Якутии на ледниковом периоде, вот люди, вот нашу российский газ продают кому не лень, да, они собирают, если бы могли бы через океан бы еще продавали, да, скажем так. Вот, и они продают российское добро, и вот шаман, он просто солидарен со всеми десятками миллионами там, значит, этих российских деревнях живущих людей, и он просто из-за солидарности вот своими руками, хотя мог бы он этого не делать. Вот Путин, пускай пойдет поколет дрова в такой лютый мороз, типа того. Значит, имиджмейкер нужен обязательно, который создает им имидж. Какой чай пьет, например, вот он берет обычный индийский там байховый чай, и он питается так же, как и все россияне. Вот Путин и его братья этого не делают, например. Поэтому имиджмейкер, он должен каждое движение, вот с утра все началось, и значит он должен все это снимать, внизу этот, как называется это, ну вот это объяснение, типа пьет чай такой-то, потому что он солидарен с этими. Ест то же самое, что россияне. Спит тоже так же, живет в таком же доме. Вот все это нужно освещать. Вот. Так вот, дальше нужен специалист по продвижению, ребята, бренда. Значит, потому что шаман, он уже не просто великий шаман, он и не просто уже, просто, надо сказать, он политик. И значит, он больше того, этот человек знаменитость. Понимаете, это человек-эпоха, это часть российской истории в 21 веке, потому что его жизнь непосредственно связана с именем Путина, понимаете? Потому что Путин, ежу понятно, что этот человек доживет, наверное, до 100 лет, и вполне возможно, конечно, если ему удастся избегать встречи с нашим шаманом, то он проживет, наверное, 100 лет, и его правление пойдет до 2050 года, я так думаю. И поэтому в 21 веке это будет век Путина. И значит, так как шаман — это единственный человек, которого испугался Путин, понимаете? Он на свете, Путин, никого не боится, но он испугался всего одного простого человека, понимаете? Поэтому можно сказать, что шаман является всенародным таким, как сказать, явлением. Он идет наравне с Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым, потому что это просто, как сказать, это он появился именно в тот момент, когда больше всего народ в этом, хоть какая-то должна была быть надежда у народа, он появился, значит, в России. И, значит, вот этот бренд, уже, как говорится, это уже большое громкое имя, это знаменитый человек в Америке, это уже давно бы начали делать, значит, этот бренд нужно везде продвигать. То есть это телевидение, радио, интернет, где бы только ни было. Листовки там, вот фотографию сделать такую Че Гевара, да, и просто расклеивать его, значит, по столбам, значит, также нужно заниматься еще музыкантами, чтобы, значит, заказывать песни, посвященные России, его надеждам, и, значит, о судьбе шамана и так далее, да. Так вот, значит, надо еще нанять писателя, который бы приехал, и вот он вместе буквально жил с этим шаманом, и он бы писал, значит, о чем думает этот шаман, как он думает, его мысли о его жизни, потому что, как говорится, это единственный человек, которого боится Путин, ребята, это единственный человек, которого боится Путин. Так вот, и впоследствии мы выпустим книгу, значит, которая, надеюсь, что разойдется по всему миру миллионными тиражами, еще можно будет снять потом кино тогда, значит, посвятить, я думаю, его имидж очень похож на рок-звезду, наверное, что-то вроде Виктора Цоя можно разработать. Это все должен, значит, ребята, делать специалист по продвижению бренда. Дальше нужен хороший IT-специалист, который будет, ну, там, видеоролики делать красивые, там, музыка, посвященная шаману, и шаман, значит, в этой роли, и, значит, интернет-магазин тоже должен. В общем, IT-специалист нужен.
Так, а также нужно, дело в том, что это вот в Якутии это слишком большое отдаленное место, и поэтому нужен официальный представитель по Москве. У нашего шамана должен быть официальный представитель по Москве, то есть штаб шамана в Москве, который будет продвигать, значит, все вот это, информацию, прибывающую из Якутии, более развернуто, значит, вести более мощную, широкую коммерческую деятельность. Я думаю, коммерческий директор еще мог бы быть в Москве, наверное, может быть. Но вот в Москве там все-таки 15 миллионов человек населения, если там продавать хотя бы там по 100 тысяч футболок, ну, ребята, это было бы совсем очень, то есть очень-очень неплохо. Значит, еще нужен специалист по тату. Так, потому что, ну не гоже ему ручкой рисовать по лицу. Вообще эти тотемные, слово тату происходит от слова татам. Значит, поэтому нужен хороший специалист, который будет делать, значит, ему рисунок, ну, временный, на день рисунок на лицо, да? Ну и по мере продвижения, там, что скажет шаман, то и можно будет делать. И при том этот специалист должен находиться рядом с шаманом, и люди, прибывающие, значит, туристы, прибывающие просто там, даже если они не разделяют, значит, мнение его, жизненную позицию, жизненный путь шамана, то они все равно могут там раскрасить себе лицо тоже. То есть этим тату-специалист мог бы тоже этим заниматься, ребята. Значит, и я думаю, что шаману не нужны, значит, эти адвокаты. Потому что, если честно, в России законов нет. И судьи принимают решения вообще не ориентируясь на самом деле на эти законы. Почему? Потому что дело в том, что судьи-то они тоже не подневольные люди. Понимаете, это здесь в Америке существуют права человека и закон превыше всего. Ну, вот, даже президент не может указать судье что-либо делать. Понимаете? А решение суда, оно переплюнет и любого президента здесь. Так вот. А в России это наоборот. Путин назначает всех судей и просто судьям дают, вот как с Ходорковским как было. Сказали человека посадить, они его посадили. Сказали выпустить, они его выпустили. И что думает судья, это всем плевать. Вот. Поэтому, и так как судьи, они просто подневольные люди, прокуроры, Следственный комитет, там следователи тоже подневольные люди, и они выполняют приказ, потому что по-другому их уволят, это их тоже нужно понимать. По этой причине нужен специалист, который имеет образование по международным отношениям. То есть ему нужен дипломат, который будет вести переговоры с Москвой напрямую, да, значит, с администрацией президента Путина. И он же специалист, нам нужен талантливый человек, который убедит Путина в том, что, конечно, демону он по природе боится всяких светлых воинов, и да, сказать, что все-таки оборона у Кремля достаточно большая, и чтобы там сколько дивизий там стоит, и шамана вряд ли можно будет пройти, и шаману в принципе трогать не надо, потому что если его тронут, двинется 140-миллионная Россия, значит, а Путину со своими 2 миллионами чиновников ему не устоять никак. Поэтому было бы разумнее его, может быть, они его из Якутии так и не выпустят, но я думаю, что боги помогут, и там, Господь всегда распределяет, что человек-то предполагает, но Бог, как говорится, делает свои выводы. Так вот, значит, думаю, что такой специалист все-таки как-то мог бы повлиять на политику Путина, чтобы он, значит, не сходил, значит, в мракобесие не ушел, чтобы совсем. Вот, это в принципе все. Значит, я еще потом в аннотациях напишу вот эти, можете прослушать еще раз. Знаете, ребята, я так думаю, на всей вот этой общей работе можно заработать где-то около